Вы смотрите новости, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главных темах выпуска. Глава Якутии Айсен Николаев с рабочим визитом побывал в Горном Улусе, где усложнилась лесопожарная обстановка. Якутским фермерам могут разрешить продавать продукты на своих участках. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. В Якутске состоялось итоговое заседание оргкомитета 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры манчары. Глава Якутии Айсен Николаев вернулся из рабочей поездки в село Магара с Горного Улуса, где сегодня из-за ветреной погоды ухудшилась лесопожарная обстановка. Напомним, лесные пожары в Горном Улусе повредили линии электропередачи и оптоволоконные линии. В итоге сейчас район остался без связи. Восстановительные работы уже идут. По данным регионального оперштаба по пожарам, лесопожарная обстановка также усложнилась в селах Мытах, Кептин, Сулугон, Уртусурт, Бяськюэль, Кюрелях, Асыма. Они находятся в зоне особого внимания Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава республики лично ознакомился, как идет борьба с огнем и какие условия созданы для народных дружин и для добровольцев, а также провел совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям с главами сел района. По словам огнеборцев, сегодня во второй половине дня ситуация стабилизировалась. Мы тут уже 5 дней. С сегодняшнего дня уже пошла хорошая техника. Сегодняшнего дня. А так 5 дней каждый день тушили. Сегодня до 6 утра дежурили вот эту линию ЛЭП, чтобы не возгорелось вот эти столбы. Очень много сил потрачено. Приехали мы сюда просто по Инстаграму, по призыву как добровольцы. Ага, ну вот лично ты как принял решение приехать сюда? За идею, не за еду. Просто принял решение, приехал. Как не приехать-то? Есть свободное время, вот приехал. Всего же в Якутии тушат 76 пожаров. За сутки ликвидированы 60 возгораний. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников. На тушении работают более 2000 человек и около 300 технических средств. Из Федерального резерва привлечено почти 700 человек. Сегодня борта МЧС перебросили личный состав на тушение пожаров в Хангаласском районе на территории Ленских столбов. Б-200 работал в Сунтарском Улусе, где выполнено 6 сбросов воды. Накануне усилился лесной пожар, возникший возле села Сюльдюкяр Мирнинского района. Для оперативной борьбы с огнем в село переброшены все специализированные подразделения лесоохраны. Теперь кипит обстановка. 105 человек заразились коронавирусом за последние сутки. Из них 56 в Якутске, в Алданском районе 7 случаев, в Мирнинском и Неренгринском по 5, в Вилюйском, Жиганском и Чурапчинском по 4 случая, в Горном, Нерубинском и Хангаласском районах по 3 заражения. Еще в 7 районах от 1 до 2 заболевших. За сутки в лаборатории исследовали 2800 проб на ковид. Что касается вакцинации, то на сегодня в регион поступило всего 271 тысяча доз препарата. Получили первую вакцину 245,5 тысяч человек, вторую 188,5 тысяч. По данным мониторинга водных объектов, на 15 июля на реках Алдан, Индигирка и Яна продолжается повышение уровня воды из-за выпавших осадков. В верховьях бассейна реки Яна в пределах Верхоянского района возобновились подъемы уровней воды от 5 до 30 сантиметров за сутки. Отметим, что волна дождевого паводка с реки Надыча вышла в реку Яну, вследствие чего у гидропоста Сайды зарегистрирован рост уровня. В ближайшие 2 суток подъем уровней воды продолжится, и дополнительный рост составит от 40 до 60 сантиметров. Кроме того, продолжается повышение уровня воды на участке реки Индигирка, Усть-Мома, Белая гора. Также на участке реки Вилюй, Сунтар-Нюрба и у гидропоста Вилюйск уровень воды сохраняется. А вот на реке Колыма у гидропоста Зырянка опустился ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство. В селе Покровка Амгинского улуса сенокосная кампания началась уже с 26 июня. Фермеры Юрий Прокопьев из Чакырского наслега и Игорь Петров из Покровки в этом году проводят сенокос общими усилиями. Они арендовали пашни площадью 93 гектара и до начала вспашенных работ должны закончить сенокос на этой местности. На сегодняшний день заготовлено больше 500 рулонов по 250 килограммов.
Как отмечают сами фермеры, совместная работа полезна. Для обмена опытом более опытный в сенокосе Юрий Прокопьев делится секретами и нюансами работы с начинающим фермером Игорем Петровым. Благодаря совместным усилиям сенокосная кампания проходит в хорошем темпе. И при благоприятных погодных условиях фермеры планируют на днях закончить работу. В этом году мы сенокосную кампанию начали рано. Вышли 26 июня на сенокос. Вот арендовали вот это поле у Авамгинский. И вот это поле идет под пары. Как бы мы договорились, что мы скосим, потом они будут пахать. Вот поэтому вышли пораньше, но здесь травостой был выше среднего. То есть мы довольны результатом, урожаем этого поля. Здесь больше 100 тонн мы собрали здесь с этого поля. Здесь 93 гектара на этом поле. Тем временем якутским фермерам могут разрешить продавать продукты на своих участках. Правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Документ предполагает, что товар можно будет продавать не только на рынках, ярмарках и магазинах, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект. Такими объектами могут быть пристройки к дому, киоски, либо столы с навесами. Отметим, что сейчас фермеры и сельхозкооперативы не имеют права продавать свою продукцию непосредственно на участках, так как это земли сельскохозяйственного назначения. В Хандыге в рамках муниципальной программы развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса продолжается строительство бетонных тротуаров. До конца июля все работы будут завершены. В Хандыге этим летом запланирован самый большой объем строительства бетонных тротуаров. Это в ТСЖ «Новый», к которому относятся все каменные дома в центре поселка. Петра Алексеева 2, 4, 6, 8, Магаданская 30. Также будут охвачены 4 дома управляющей компании по улицам Мира и Лесной. На эти цели из бюджета поселковой администрации выделено около 1 миллиона 300 тысяч рублей. У нас работает почти 10 человек. Некоторые оболовка делают, некоторые бетон заливают, сетка поставит. Вот так работаем. Работаем в 8 утра, начинаем до 8 вечера. Постараемся, чтобы люди от нас довольны были. Удобно мы сделаем людям. Также будут проведены работы по устройству бетонного тротуара на пешеходном переходе вдоль Магаданской трассы протяженностью 60 метров. В этом районе находится самая большая школа и детский сад. В связи с тем, что в черте населенного пункта проходит федеральная дорога Колыма, к сожалению, она не обустроена в установленном законом порядком тротуарами, но мы в этом году на пешеходном переходе, самое такое место, где родители ведут детей в детский сад, будем устраивать бетонный тротуар с переходом через инженерные сети, который улучшит безопасность дорожного движения. Строительство бетонных тротуаров в районе каменной застройки очень радует самих жильцов, ведь такие работы проводятся впервые с момента ввода домов. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. В Алекминске состоялось открытие первой в Алекминском районе автомобильной и газовой заправочной станции. Церемония открытия началась с обряда благословления. Станция имеет один заправочный терминал. Для подвоза газа была приобретена специальная автоцистерна. Заправочных мощностей на данный момент хватает, но с увеличением количества автотранспорта, работающего на голубом топливе, в дальнейшем автозаправочная станция будет развиваться. Отметим, что основным преимуществом газа остается его доступность. Я подумал, почему бы не сделать так, чтобы у людей появился выбор, право выбора, альтернативное топливо. Я начал изучать эту идею, эту тему. Изучив ее, посмотрел, да, действительно, даже со всеми, как говорится, транспортными и со всеми налоговыми, со всеми расходами, так будем говорить, да, со всей нагрузкой для людей все равно будет выгодно. В Якутске состоялось итоговое заседание Организационного комитета 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Участие в мероприятии приняли представители всех ведомств, структур и организаций, которые были задействованы в подготовке и проведении соревнований. Представители оргкомитета отметили, что, несмотря на эпидемиологическую обстановку и другие обстоятельства, спартакиада прошла на высоком уровне. Напомню, «Игры Манчары» состоялись в селе Бердигистях горного района с 7 по 11 июля. Участие в комплексных соревнованиях приняли более 1500 спортсменов, которые разыграли 181 комплект наград по 11 видам спорта.
Можно сказать, что основным залогом успеха проведения таких мероприятий всегда является командное взаимодействие. Достаточно большое количество ответственных исполнителей здесь, не только одно Министерство спорта, но и все остальные министерства задействованы и структуры, как на республиканском уровне, так и на муниципальном уровне. И успех зависит от взаимодействия, от общения, от диалога, от взаимосогласованности всех этих действий. И благодаря именно этому качеству мы добились успешного проведения игр «Манчары». Тем временем в Хангаласском улусе чествовали участников игр «Манчары». Капитану сборной района, пятикратному победителю игр Дыгына Егору Филиппову вручили от имени глав наследников их района автомобиль «Лада Гранта». Также Егор Филиппов удостоился знака «Почетный гражданин Хангаласского улуса». Впервые в истории игр лучшим хапсагаистом стал представитель Хангаласского улуса 19-летний Данил Иванов. Ему вручили сертификат на 60 тысяч рублей за абсолютное чемпионство. Рекорд по прыжкам кылы поставила 18-летняя прыгунья Валерия Олисова, родом из Качекатского наслега. Также она стала абсолютной чемпионкой по национальным прыжкам среди девушек, завоевав 3 золотые медали по 3 видам прыжков. Ей вручили сертификат на 240 тысяч рублей, по 60 тысяч за каждую золотую медаль и за абсолютное чемпионство. Всего спортсмены улуса завоевали 9 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Мы всей командой, как и надо было, работали, и задача поставленная была сделана, и это очень радует. Но еще все равно много чего можно еще сделать. В нашей команде еще может быть намного лучше, выступать намного лучше и на другом уровне. Я думаю, что в ближайшем будущем еще лучше проявим себя. Уснерский плавательный бассейн начнет работать круглый год. Радость детворы райцентра разделили наши корреспонденты. Какое наслаждение в 30-градусную жару окунуться в бассейне. Сегодня сбывается мечта ни одного поколения уснерцев. Плавательный бассейн теперь станет работать круглый год. Сейчас мы поставили здесь котлы, установили подогрева воды и отопление самого плавательного бассейна. И у нас плавательный бассейн заработал. У нас такой регион, где мы находимся, полюс холода. Речка у нас Индигирка, вы знаете, горная речка, она у нас очень холодная. Там практически невозможно научиться плавать. Это единственное место, где можно научиться плавать. До начала отопительного сезона воду для душа нагревают бойлером. Поэтому летом бассейн будет открыт только для детей. Но мы очень рады, что у нас есть круглогодичный бассейн. Дети от души поплавали, нам очень понравилось. Спасибо, что у нас вот в маленьком поселке есть такой досуг. Посмотрите на эти счастливые лица мальчишек. И больше никому ничего не нужно объяснять. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. К этому часу пока все. В 20:00 мы подведем итоги дня. Не переключайтесь.